Невозможно описать словами ту боль, ту агонию, которую сейчас испытывает или же должен испытывать каждый мусульманин, когда повсюду закрыты дома Аллаха. Во время пятничной молитвы имам не смог сдержать слез, поскольку мечеть, которая обычно бывает забита битком, была совершенно пустая. И правильно, а ведь это мечеть, в которой все еще выполняются хотя бы какие-то обряды шариата, в то время как в большинстве мечетей молитвы и вовсе не совершаются. Все мечети закрыты на замок. Мы переживаем тяжелые времена. Это знамение и сигнал для всех мусульман с тем, чтобы они наконец проснулись, установили связь с Аллахом, свят Он и велик. Будучи мусульманами, мы должны без всякого сомнения верить и понимать, что все в этой вселенной находится под властью Аллаха, свят Он и велик. Ни одна мечеть не строится без дозволения Аллаха, и ни одна мечеть не закрывается без дозволения Аллаха. Аллах говорит в Коране: Аллах, свят Он велик, дает дозволение для строительства домов Аллаха. Без дозволения Аллаха никто не может поклоняться Аллаху, и никто не может быть проповедником на пути Аллаха, даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Сначала нужно получить дозволение Аллаха. Если же мы полностью осознаем этот принцип, всю эту концепцию, что все находится в руках Аллаха, и ничего не произойдет и не сдвинется с места, если на то не будет желания и воли Аллаха, то все эти знамения следует воспринимать как испытания. Поэтому действительно, Аллах, свят Он и велик, испытывает умму. И каждый мусульманин должен задаться вопросом, с чем это связано. Любая беда, постигающая нас, особенно такого глобального масштаба, беспрецедентная, если мы хотя бы возьмем наше поколение за последние 50-60 лет. Такого мы еще не видели. Мы в своем большинстве даже не были свидетелями таких событий, как Вторая мировая война и других основных событий в мире. Все шло ровно и размеренно на протяжении многих десятилетий. Поэтому для этих людей это предупредительный звонок. Надо понимать, что иногда происходят и широкомасштабные события, и они несут определенный смысл. Аллах, свят Он и велик, однозначно дает понять человечеству, что что-то не так. Любое испытание. А ведь Аллах столь щедр в прощении. Все это, чтобы дать нам почувствовать. Аллах, свят Он и велик, шлет нам предупредительный звонок, чтобы мы осознали, что все находится под Его тотальным контролем. Не пройдет и секунды, как Аллах может изменить все наши богатства, роскошный образ жизни, все, что мы потребляли, все, чем мы пользовались, что уже давно стало для нас настолько привычным, будто так оно и должно быть. И вот Аллах, свят Он и велик, показывает нам: погодите, опомнитесь, вспомните об Аллахе, вспомните, что это совсем не является вашим правом. Просто Аллах, свят Он и велик, предоставлял нам такую возможность на протяжении многих лет. А теперь пришло время снова молить Аллаха, свят Он и велик, обо всех этих удобствах. Аллах говорит в суре Ар-Рум: бедствия случаются на суше и на море из-за того, что люди приобретают своими руками, чтобы вкусили они часть того, что натворили, и чтобы вернулись на прямой путь. Опять же, Аллах всего лишь дает нам почувствовать. Аллах, свят Он и велик, может уничтожить всех. Его воздаяние может явиться гибелью для всех. Лично я не считаю, что это кара Аллаха. Я думаю, что наказание – это когда ты умираешь в неповиновении, когда Аллах забирает твою душу, находящуюся в состоянии непослушного раба, погрязшего в грехе, в совершении запретного, неблагодарности. Это и есть наказание. Все, что находится ниже этого – это предупредительный сигнал от Аллаха, свят Он и велик. Поэтому я не считаю это воздаянием. Я считаю, что это громкий и серьезный звонок с тем, чтобы вся умма остановилась и поразмыслила хотя бы над частью своих грехов. Почувствовала хотя бы часть из них. И, быть может, они вернутся к Аллаху.